Почему жителей аварийного дома в Сунже не переселяют и поможет ли им обращение в ОНФ? Расскажем, в каких условиях им приходится жить. Сегодня в стране отмечается День российской почты. Расскажем о трудовых буднях почтальона Розы Костоевой. Лето, каникулы и РЗИ. Как отдыхают сотни ингушских школьников в горном лагере. Наша съемочная группа наведалась в гости. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Оседающие стены жилого дома, плачевное состояние канализационной системы и детской площадки. Жилищные и экологические беды жителей Сунжи дают о себе знать. Многоквартирный дом по улице Демченко, 69, уже давно признан аварийным. Но люди там до сих пор живут, если это можно назвать жизнью. В региональном Минстрое заверяют, переселять будут, но когда? Тем временем стены трескаются и сыпятся на глазах, а невыносимый запах канализации и сырость заставляют жителей все чаще обращаться за помощью во все инстанции. На этот раз в ОНФ. Слово Диане Дударовой. Разрушенные конструкции стен, кровли и фундамента. Вот такая картина наблюдается в доме 69. Несмотря на то, что такие условия представляют угрозу жизни и здоровью, жители продолжают здесь оставаться. А все потому, что людям некуда идти. Отвалившиеся потолки, трещины на стенах, неприятный запах, сырость. И это далеко не весь список проблем жильцов. В доме 8 квартир. Сейчас здесь проживают 6 семей. 7-я съехала, а жительница из 8-й квартиры скончалась, не дождавшись обещанной новой квартиры. Тут мокро. Фатима Чиниева со своей семьей проживает в этом доме с 2006 года. В одной квартире ютятся 8 человек. Супруги, 5 детей и больная тетя. Женщина не раз проводила здесь косметический ремонт, стараясь как-то придать презентабельный вид жилью. Только все тщетно. И вот на Мархаже вроде делала ремонт. Обвалился потолок, как вы видите. Старые проводки. Часто бывает замыкание. Несколько раз был пожар даже у нас от этого. Муж сам менял. Вот сколько раз мы звонили, никто не выезжал. Звонили. Вот с кухни тоже упал потолок. Дом признали аварийным еще в 2015 году, а жителей решено было переселить в другой дом. До сих пор вместо новых апартаментов только обещания, куда только не обращались жители. На этот раз чаяние выслушали в Ингушском штабе Общероссийского народного фронта. У нас, к сожалению, есть 3 обращения в Народном фронте, 3 обращения по разным адресатам. Что волнует жителей? Жителей именно вот этих аварийных домов. Их волнует качество, их волнует отсутствие документации. И сегодняшний наш адресат – это жители не переселены с 2015 года. То есть дом признан аварийным в 2015 году, но по сегодняшний день, год 19, а люди здесь еще и живут. И насколько это опасно для жизни, вы сами видели. Находиться здесь опасно. Свидетельствует об этом и шрам на лбу маленькой Рабии, благодаря которому память об аварийном доме останется надолго. Девочка спала, когда обвалившийся кусок с потолка упал на нее посреди ночи. Пришлось даже швы накладывать. Шрам. И это был не один раз, несколько раз было на детей. Соседка моя сломала руку, на нее тоже упал потолок ночью, кажется, когда она сидела. В декабре 2017 года в результате небольшого землетрясения состояние жилого дома еще больше ухудшилось. Тогда ситуацию оценили работники администрации и МЧС. Жители боялись вновь переступить порог своих квартир, но пришлось. Трещины на потолках жители заполняют всем, что под руку попадется – тряпками, губками, монтажной пеной и другими подручными средствами. Признаются, после землетрясения не обязательно было наведываться в гости к соседям. Слышать и видеть друг друга могли через огромные трещины на стенах и потолках. В этом доме не только проваливается потолок и обваливаются полы, но и не закрываются двери и окна, потому что дом уже осел. Жители из этой квартиры съехали. Если кто уже успел задаться вопросом, как оказалась наша съемочная группа в чужой пустой квартире, то ответ очевиден. По той же причине двери не закрываются. Запах канализации и сырость – еще одна проблема жильцов, которую не могут решить. И без того ужасное аварийное состояние дома усугубили канализационные стоки в подвале. В результате дом оседает с каждым днем. А началось все с капремонта в 2012 году, во время которого повредили канализационные трубы. Под домом стоит 1,20 м жижи. Мы несколько раз мерили. С этой стороны, с подъезда, опять нам ставили счетчик водяной. Оттуда подтекает, так как старые трубы. Они никак вот сломали, сделали что-то там, но счетчик поставили. Дело в том, что вот счетчик стоит. Подтекает вода. Там тоже стоит
несколько, кажется, 40 сантиметров вода, жижа тоже образовалась. Постановлением правительства дом включен в программу переселения из аварийного жилья в 2016 году. А в 2017 году администрация предложила жильцам переселиться в съемное жилье, пока им не предоставят собственное. Они отказались, объясняют, достаточно настрадались и не хотим идти снова на риск, не зная точно, возместят нам арендную плату или нет. Раз попали в программу переселения еще 3 года назад, значит, имеют право на новое собственное жилье. Местные власти же заявляют, что держат этот вопрос на постоянном контроле. Заказчиком и ответственным в данном направлении переселения граждан является у нас Минстрой Республики Ингушетия. Сейчас, в этом году, разработана новая программа по переселению, адресного переселения с аварийного жилья. То есть по городу Сунжу у нас, если по переселению, по той программе у нас было несколько многоквартирных домов, то есть в этом году по адресной программе уже, новой программе, переселение у нас идет только вот этот 69-й дом. Определить сроки строительства нового жилья должны в региональном Минстрое. Согласно новой программе переселения из аварийных домов, Минстрой выкупает квартиры и передает на баланс администрации города. Сейчас будут проводиться аукционные мероприятия. На какой стадии этот вопрос и какое жилье уже присмотрели? Народные фронтовики поинтересовались на месте, связавшись по телефону с заместителем министра строительства региона с Мусой Арабхановым. В этом году до Нового года 69 в первую очередь будет переселен. А адресный какой-то объект застройки, там мы бы хотели выехать, посмотреть. Аукционы, что у вас? Угурчиевский дом 2. Угурчиевский дом. Ага. Да, вот туда они переедут, 100% гарантия. До конца этого года. Да, до конца этого года. Жители готовы ждать до конца года. До этого времени решили не съезжать, несмотря на то, что оставаться здесь большой риск. Но проблемы в жилищном фонде города Сунжи не ограничиваются домом 69 на Девченко. К ОНФ обратились и жильцы второго дома улицы Харланова. Эта детская площадка была благоустроена в 2017 году в рамках федерального проекта благоустройства городской среды. Здесь нет ударопоглощающего покрытия, специального ограждения. Площадка заросла травой, а бордюр быстро осыпался. Мы очень надеемся на то, что эти замечания будут устранены, так как подрядчик несет ответственность. Гарантийный срок у него 3 года. То есть еще год у него в запасе. Здесь есть замечания с нашей стороны. Мы их озвучили сегодня и надеемся на то, что они будут устранены. Еще одна проблема, которую предстоит решить администрации города – выгребная яма. Ее выкопали в прошлом году. Канализационная линия не работает больше года, и все стоки скапливаются в подвалах. Квартиры на первых этажах находятся вот в таком состоянии. Невыносимый запах, сырость, от которой портится вся мебель и стены дома. Я уже 4 года живу в этой квартире. Моя квартира вот в таком виде, как вы видите. Я соскоблила стены, думала, высохнет, хотя бы я их замажу, сделаю ремонт. У меня ничего не получается. С каждым годом оно сыреет, как видите. Я поднимаю линолеум, под линолеумом вся вода стоит, вот он. Я ничего не могу с этим поделать. У меня маленькие дети. Семья Закеевых живет в двухкомнатной квартире. 2 детей и супруги вынуждены ютиться в одной комнате, так как во второй невозможно жить. Маленькая дочь болеет эпилепсией. Халимат признается, что рада бы продать квартиру и переехать, но кто ее купит в таком состоянии? Местные администрации заявляют, эту проблему должны решить сами жители, создать ТСЖ и нанять управляющую компанию, которая закроет вопрос канализации. Но сейчас нет управляющей компании, дом оседает, новые трещины, окна не закрываются. А собрать на ремонт средства согласны не все жильцы. В 2018 году на этой же территории была проведена такая работа. Здесь выгребная яма 2018 годом идет. Но, к сожалению, на сегодняшний день она не работает. Сегодня администрация обещает проверить и тоже устранить все эти недостатки. Словом, и здесь такая же картина, как и в аварийном доме на Демченко. И этим проблемам не 1 год. Представители госструктур ссылаются на изменение программ, на оформление различной документации, ТСЖ, управляющие компании, на непредвиденные обстоятельства, отсутствие бюджета и изменение сроков. Но в конечном итоге страдают жильцы. Диана Дударова, Рахман Суров, Новости 24. Лицам с ограниченными возможностями здоровья упростили получение соцподдержки и госуслуг. Теперь заявки на ее получение можно будет подавать в электронном виде.
Предполагается, что услуга будет бесплатной. Законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Документ также облегчает инвалидам получение бесплатных парковочных мест. Реализация законопроекта позволит повысить качество и снизить сроки предоставления госуслуг. Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить с 1 июля будущего года. Сегодня по всей стране отмечается День российской почты, услуги которой предоставляются в более чем 40 тысячах отделений почтовой связи. Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,5 миллиарда писем и около 140 миллионов посылок. К почтальонам со стажем относится и Роза Костоева. Она работает уже 30 лет. Доставляет письма и корреспонденцию в селении Сурхахи. Нелегкий труд и усердие Розы не остались незамеченными. Ее признали лучшим почтальоном года. С труженицей лично пообщалась Жаридат Халухоева. Пенсию, письма или квитанция об оплате, чтобы вовремя донести все необходимое, Роза Костоева старается обойти каждого адресата. Высокий профессионализм, пунктуальность и ответственность – отличительные черты почтальона. Ее никогда не привлекала спокойная и тихая деятельность. Роза стремилась трудиться там, где нужно понимание и взаимодействие с людьми. Общительности ей не занимать. В работу на почте сразу окунулась с головой. Уже 30 лет, несмотря на то, что иногда бывает нелегко, Роза радуется каждому новому дню на рабочем месте. خیلی توش خوز برد بولش خوز دوخت خودش مصور یر حبیبی زیر از بیز انداشته حیاتش خیلی بخ بیش خوز دوخت کشته خودش استنگل چندین حبیز بن حبیج سندگی عدق بیش بخ بسیر است خیلی یورتیاش پشتی داشته سعی بیش با بخ است پنراهیت دیا است وقتی گیرن گروزن училище دیشی اتاز училище قشته تیک تشین شراب بخ بیا. Для почтальона самое главное – умение найти общий язык с клиентами. Иногда приходится быть психологом. Кого-то надо подбодрить, кого-то просто выслушать. Сельчане ей всегда рады, и это не только потому, что она приносит им долгожданную пенсию. Роза стала настоящим другом для каждого из них. Роза, дик почтальон кичох, дик бог бежи. Хоз сандавол шлемца, шидиз долдеш, хоз дикёлсаги. ومستين ناقيو بقدر يلا خانة حيوان يا سكون منو تحتيوش بس وبيدالي بنتي دالي شي خانة حمدح. Почта остается нашим неизменным спутником во все времена. Ее сотрудники и в зной, и в слякоть преодолевают десятки километров, доставляя нам письма, газеты или пенсии. Это целый ритуал, и поэтому едва ли эта профессия когда-нибудь устареет. За достигнутые успехи и добросовестную работу Розу признали лучшим почтальоном Ингушетии 2019 года. Стажи лучше, как лучший почтальон, выбрать я награждать, сундук совод благодарялась. Добиться признания помогли любовь и ответственность к своей работе. Это подмечают и коллеги Костоевой. Отчасти именно они стали причиной того, что о ней, как о лучшем почтальоне, узнали не только в нашей республике, но и во всей стране. Предложив ее кандидатуру, они ни разу не засомневались в правильности этого решения. Ведь представляет она не только себя, а все их почтовое отделение. Она человек с большой буквы, Роза Диксаги, Хацуна Алцанасаги Хамдат. Быча юртахата чагас любой сыг. Бакчин занчин нахацани дабу смот бутсын. Хачун сыгцани цин хашт квачди цин фиеш хажи мал еш хажи. Шиди шурба шин хожба профессионал я цубух будук я Грозного денха. Хознахцани эмерзилуш что тахукц шибух. Роза тишмее коллектива тхон маснена языжи что цандружна ерхаба бол ерсыбы андуат что хели дахано костадеш чо хоздох тхос. Основными задачами конкурса профмастерства стали мотивация работников почтовых служб на достижение высоких результатов. Почтальонам предстояло представить свой талант в 3 этапах: теоретическое тестирование, визитная карточка и практическое задание. Оценивали участников профессиональные жюри, особое внимание которое уделили четкости выполнения заданий, уверенности в себе, этикете поведения и, безусловно, отзывам клиентов. У Розы они только лучшие. Вежливый бы, обходительный бы. Любой дахатач, жоплу, объяснить, да. Даже можно позвонить по телефону, турище, в любое время ты хочешь отвечать, да. На связи всегда. Вот. Масагулкул, телефон то езжи.
проблема ушанда спадряслик. Дети соузях дукае, роза узбох бежит дукае. Служа идеальные. Претензий нету. Ни в том, ни в другом случае. Страховое нарушение Хамазни хозда дают. Ну, дают. Извещения дают. Эта награда первая на счету Розы, но, как уверены все коллеги и знакомые, далеко не последняя. Для самого почтальона это поощрение в первую очередь дополнительный стимул заниматься любимым делом. Жарадат Хулухоев, Рахман Суров, Новости 24. Пассажиропоток аэропорта Ингушетии Магаз имени Суламбека Асканова за 6 месяцев текущего года увеличился почти на 25 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких результатов удалось достичь за счет запуска дополнительного рейса в Москву и удобной ценовой политики. В ближайшее время в аэропорту появится новый рейс в Санкт-Петербург, который будет отправляться из региона дважды в неделю. Цены в аэропорту на авиаперевозки, по оценкам аналитиков, одни из самых низких на Северном Кавказе. Поэтому через Ингушетию летают и жители соседних регионов. Плюс рейс аэрофлота вечерний. Это еще одно преимущество. В хоккей играют настоящие мужчины, а во флорбол могут играть и девушки. Увлекательная, динамичная и простая игра активно развивается и в Ингушетии. Флорбол – это разновидность хоккея, и играть в него не обязательно на льду. Молодежь проявляет к этому виду спорта особый интерес. Мастер-классы по игре проходят по всей республике. Как играют во флорбол столичные спортсмены, расскажет Харун Аздоев. В республике Ингушетия получила аккредитацию Федерация флорбола. У многих сразу же возникает вопрос, что же это за вид спорта такой. Разбираться во всех тонкостях игры будем вместе. В мире много спортивных игр, которые берут свое начало от народных состязаний с палкой и камнем. Такое звено весьма обширно, например, хоккей, который дал жизнь многим игровым дисциплинам. И, наконец, свое место в этом сообществе занял флорбол. Сейчас он набирает популярность по всей России. Все дело в том, что это очень динамичный вид спорта, который не требует серьезных вложений и длительной подготовки. В отличие от того же хоккея, для многих ингушских мальчишек эта игра стала настоящим открытием и достойной альтернативой традиционным видам спорта. Я занимался футболом 4 года. Когда узнал флорбол, я с тренером познакомился, я ему помогал с вещами. Но он мне сказал, что будешь заниматься флорболом, и я согласился. И мне понравилось, чем футбол и флорбол. Когда дома все узнали, когда родители узнали, что я занимаюсь флорболом, им понравилось, и мне сказали ходить там. Во флорбол играют более чем в 30 странах мира. Наиболее развита игра в Швеции, где по своему рейтингу приближается к футболу, опережая даже теннис. Флорбол – это не симбиоз различных игровых состязаний или подвид отдельно взятого спорта, а самостоятельная спортивная дисциплина с полувековой историей и официально признанной международной федерацией. Флорбол, на самом деле, он появился уже очень давно, несколько десятков лет назад в России. Он начал развиваться с конца 90-х, начала 2000-х годов. Федерация флорбола появилась порядка 10 лет назад, может немного больше. Чемпионаты России проводятся уже довольно давно, чемпионаты мира. На Кавказе флорбол, да, он, наверное, выглядит сейчас как экзотический вид спорта, но я думаю, что он очень быстро наберет свою популярность, и его дети, особенно подростки, оценят по достоинству. Для игры во флорбол не нужны специальные помещения с особым покрытием, дорогостоящим инвентарем и экипировкой. Подойдет любой зал или ровная, хорошо укатанная площадка. У нас наибольшей популярностью этот вид спорта пользуется в Центральной России и на северо-западе страны. А теперь мода на флорбол пришла и в Ингушетию. Это настолько увлекательная игровая дисциплина, что просто невозможно пройти мимо, делятся спортсмены. Я шел на свою тренировку по боксу и видел, как люди занимаются флорболом. Я подошел к тренеру и сказал, можно я тоже хочу чуть-чуть попробовать флорбол. Интересно ли это или нет. Вот уже 2 месяца занимаюсь флорбол и стою на воротах. Это намного интереснее. Конечно, флорбол пока не так популярен, как, например, футбол. Но в нашей стране и в частности в Ингушетии есть люди, которые весьма результативно развивают этот вид спорта. В эту игру охотно играют любители спорта всех возрастов, ведь в ней есть все. Азарт, стремление побеждать и прекрасная возможность физического оздоровления в альянсе с отличным настроением от проведенного с пользой времени. Харун Аздоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.
Депутаты Госдумы предложили увеличить срок льготного погашения автоштрафов. Поводом для этого могут стать нередкие сбои в работе почты и несвоевременная доставка постановлений. Погасить штрафы за нарушение ПДД можно с 50% скидкой с 20 до 30 дней. По законодательству России льготный период составляет 20 дней. Однако депутаты считают такой срок недостаточным в силу различных сбоев в работе почты и несвоевременной доставки постановлений. Отсутствие уроков, свежий горный воздух и максимум развлечений в кругу сверстников. Около 500 ингушских школьников проводят летние каникулы в лагере Эрзи, который расположен в живописном Джайрахском районе Ингушетии. Именно здесь ребята любят проводить самые продолжительные каникулы в году. О том, какую досуговую и познавательную программу предлагает горный лагерь, в сюжете Идриса Ижиева. В этом месяце лагерь Эрзи принял более 450 детей. Досуг для них организовали в самом живописном уголке республики, в Горной Ингушетии. Свежий воздух и родниковая вода – лучшее лекарство для тела и души. Это Эрзим это ненавязчиво, но войнахская этика из Амади цеховча. Оғыз сәле дик покер дуаққа. Покер хан ант, лурж ант, оғызыр фуц андол. Пяхкуш ацану фуц ана долаш. Пяхкуш цаны и дарбани да оғызыр фуй хи. Хи хастбы, фу ламан, шауды. Программа отдыха насыщена разными конкурсами и мероприятиями. Каждый день что-то новое. К примеру, сегодня дети разрисовывают центральную площадь. Конкурс на лучший рисунок под открытым небом проходит среди всех желающих. Вожатые внимательно следят за процессом и помечают лучшие работы. Детям очень нравится рисунок на асфальте. Это любимое занятие наших детей. Мы очень часто его организовываем. Именно и конкуренция им очень важна в этом состязании, в этом конкурсе. В общем, очень нравится. Тамила Ахильгова в горном лагере впервые. На историческую родину приезжает только летом на каникулы. Сказать, что Тамила рада оказаться здесь, ничего не сказать. Ведь все ее подруги и друзья завсегдатые лагеря Эрзи. Мне вообще очень здесь нравится. Здесь есть качели, это, можно сказать, мое самое любимое место. Здесь есть всякие конкурсы, подделки можно делать и так далее. Здесь чистый воздух, вкусно кормят, мне очень нравится. И много друзей у меня здесь, хорошие люди, хороший воспитатель. Мы любим ходить на конкурсы, смотреть телевизор в актовом зале, кататься на качелях, смотреть вообще на облака просто. Ребята просто в восторге от того, как они проводят летние каникулы. Просыпаешься, вокруг друзья, на завтрак всей большой семьей. Конкурсы каждый день, а вечером горы сотрясаются от звука зажигательной лезгинки. Я приехал своим ансамбль Таргимом. Мне очень тут нравится. Я первый раз, хотя, но тут очень здорово. Конечно, у меня есть лучший друг, его зовут Елхароев Абдумалик. Мы всегда с ним веселимся, играем мяч, придумаем разные вещи. Кружок «Умелые ручки» – одно из любимейших занятий отдыхающих. Вопреки сложившимся стереотипам, в классе можно встретить не только девочек. Ребята в дружной и веселой обстановке соревнуются в творчестве. Мне очень нравится конкурс «Умелые ручки». Разумеется, хорошие. Если ты сделал хорошо, то дают грамоты. Вот я сделал из желтого, синего, и черного, и белого цвета миньоны из гадкого я мультика. Помериться силами между отрядами здесь частые соревнования. А чем как не перетягиванием каната можно продемонстрировать силу и коллективную борьбу. 2, 3. Пока сильнейшие из отрядов демонстрируют физическую мощь, другие мерятся в скорости, но не простым способом, а бегом на ходулях. Вдоволь посостязавшись и нагуляв аппетит, дети могут подкрепиться вкусными блюдами в столовой. Для воспитанника в лагере предусмотрено пятиразовое питание. Получить заряд положительных эмоций, обрести новых друзей. У ребят для этого 21 день. Именно столько длится одна смена, а сам лагерь открыт все лето. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.